Если я оставлю здесь все и уеду в другой регион, какое, получается, будут или, ну, получается, социальные какие-то поддержки, если я там в другом регионе, получается, тру гектар? Здравствуйте, Михаил Владимирович. На сайте на Дальний Восток, если подробнее на этот сайт посмотреть и все разделы прочитать, то в них они указаны меры господдержки дополнительно. Вы можете ознакомиться. Их на сайте на дальневосток.рф. Подскажите, пожалуйста, качественную гидрологическую карту Дальнего Востока, где можно найти информацию о ручьях, озерах тех регионов, чтобы не попасть в просак, когда будет выбор участка? Здравствуйте, Артем Андреевич. На сайте на дальневосток.рф у нас на этом сайте есть раздел «Дополнительные ресурсы». Это подключить космические снимки. Как раз по ним можно ориентироваться, и водные объекты на них отображены, и по ним как-то можно смотреть. Для более детальной информации рекомендуем вас обратиться в Ленское бассейновое управление водное управление. Это федеральное агентство водных ресурсов в городе Якутске по улице Курашова. На карте указывается тоже свободным, а на самом деле уже муниципальными образованиями ведется там разработка, сделана топосъемка, проведены межевания, и какие-то планы уже имеются. Но единственное, что вот эта земля тоже на карте стоит свободной. Как быть с такой землей? Добрый день, Туяра Анатольевна. Также в статье 19 про это сказано, что дополнительные причины в случае отказов, к статье 7 добавляются еще 5 случаев отказов, которые говорят, что если на стадии оформления какой-то либо иной участок до 1 марта, если вот была утверждена схема, да, расположения земельного участка, и в настоящий момент лица проводят кадастровые работы, либо была публикация в средствах массовой информации о приеме заявлений на спрашивание земельный участок по 101 федеральному закону, либо по сообщениям по аукциону. Также были проведены информирования в средствах массовой информации. То такие случаи могут быть отказами по дальневосточному гектару. И чтобы до оформления тех заявлений, которые были приняты до вступления в 119 федеральный закон, они были оформлены в соответствующем порядке. Могу ли я вот на этом гектаре, бесплатно выдаваемым жителям, вырубить лес, поставить солнечные батареи, производить электроэнергию и продавать ее, скажем, в Китай? Здравствуйте, Александр Борисович. Действительно, вы можете использовать лесной участок, но для этого вам нужно будет сделать проект освоения лесного участка, в котором вам нужно будет запроектировать свой участок, какие виды вы хотите использовать. Если вы выбрали солнечные батареи, то для собственных нужд, я думаю, таких проблем не будет. А если вам нужно будет какой-то бизнес у вас будет то, что поставить какие-то генераторы и продавать электричество, то вам нужно будет закон об энергетике, во-первых, да, также посмотреть, и иные нормативные федеральные законы, чтобы, если пользоваться и коммерческую прибыль извлекать, то здесь уже все, что требуется для этих целей, также этим особенно нашим законом предусмотрено, что необходимость использования в коммерческих целях, это возможно, но нужно будет получать дополнительные все документы, лицензии, аккредитации получать, в этом обязательно. Также запрещается тотальная вырубка лесных насаждений. Вот если мы с кем-то из знакомых, родственников или друзьями объединимся в группу и захотим получить дальневосточный гектар, или нам действовать по отдельности каждому самому, вот в чем разница будет заключаться, вот в этом мы хотели узнать. Здравствуйте, Борис Владимирович. Разница заключается, наверное, будет в том, что если вы будете подавать коллективное заявление, то это будет состоять из одного контура, из одного участка, и сколько членов в вашей группе, на то и количество гектаров можно умножить.
А если вы хотите индивидуально, каждый будет подавать, то он может также и рядышком оформить все эти участки. Если 5 человек, то 5 гектаров рядышком все поставить. А при истечении 5 лет, если вам уже дальнейшее использование участка нужно будет, вы подадите на приватизацию, вам при коллективной это будет общая совместная собственность, да? А когда индивидуально подали, то это будет частная личная собственность. В этом вся и будет разница. Ну и также необходимо отметить, что при любых моментах вы совместно будете делать проезды, сервитуты между собой.